есть полностью независимая подвеска, двигатель внутреннего сгорания, двигатель работает на топливе специальном, выхлопная система просит то же самое, что в настоящей машине, то есть копия, да, просто все в уменьшенном виде. Началось все очень давно, еще в детстве начал разбирать родительские часы, приемники. Это увлечение, оно зашло немного дальше, чем, может быть, у большинства ребят. Чем бы я ни занимался, с таким подходом, чтобы... Я хочу сделать что-то уникальное, какой-то продукт, который будет отличаться от множества других продуктов. И вот пришла идея купить обычную игрушку большую, китайскую, и полностью отказаться от всего, что было в ней внутри, и начинать по крупицам собирать вот эту машину. То есть получается, что из нескольких машин я собрал одну. И вот это получилась Lamborghini желтая Галлардо. Вот как результат этого усилия. Собираемся здесь, перед зданием АУКа, чтобы просто погонять. Много очень зевак, которые спрашивают, интересуются и хотят тоже приобрести. Модель настоящего гоночного автомобиля Айбек довел до совершенства. Теперь это предмет для зависти как его друзей, так и случайных прохожих. Свой принцип создавать лучше и добиваться максимальных успехов в любом деле Айбек старается соблюдать в музыкальном творчестве. Не так давно в его фонотеке появился диск с собственными композициями. Как хотел бы я поверить в сказку. Всегда, когда ты находишься в одиночестве, вот для меня лично, меня спасает инструмент, потому что я могу просто себе даже какое-то свое настроение, позитивное, негативное, выразить, излить душу, и тогда мне становится легче. Я вообще пишу очень редко. А когда вот накапливается какой-то негатив, какие-то чувства, ощущения, вот, или там что-то, или обида даже, может быть, хочется вот это выплеснуть. И отвлечься от всех земных проблем, почувствовать в жизни все краски. Слова, так же как и музыку, я пишу сам. Песня, она, наверное, это лучшая форма для того, чтобы рассказать о своих чувствах, своих настроениях окружающим. Работает Айбек координатором интернет-проекта. И здесь все старается делать от души. Взяв на себя полномочия Робин Гуда, пытается внедрить в сети новые принципы общения на основе уважения пользователей друг к другу. Когда молодой человек высказывает свое мнение или просит какой-то поддержки в сети, допустим, в форуме, выставляя свой труд, на него выливается просто ведрами эта критика. Мы должны прививать культуру, мы должны относиться друг к другу с уважением и разрабатывать какой-то кодекс поведения, этику поведения в сети. В данном случае совпали мои личные интересы как человека с моей работой. Пришел к выводу, что нужно заниматься тем, чем ты хочешь заниматься, и попытаться сделать это, что называется, от души. То есть вложить туда душу, попытаться максимально показать свои возможности. Если ты не можешь этим заниматься, то лучше не надо. Так давайте ж поверим в сказку, в нее же нашу жизнь превратив.